Осень – благодатное время, чтобы собирать урожай, пожинать плоды того, о чем мечтал весной и что созидал летом. Иногда, подводя итоги, понимаешь, что тоскуешь о чем-то. Вспоминается и солнечный день, и теплый ветер. Удивительно, ведь в сердце осталось столько тепла, а в душе столько солнца. 9 октября в Татарском государственном театре драмы и комедии имени Карима Тинчурина состоялась премьера спектакля «Золотая осень» по пьесе Шамиля Фархетдинова. История пожилых людей, оставшихся в заброшенном поселке лесозаготовителей. Без малого 50 лет они вместе. Дети выросли и разъехались, а супруги по-прежнему влюблены, как в первый день. Спектакль сложен тем, что здесь все три персонажа, ну, четвертый еще за автора у нас есть тут, все персонажи хорошие. То есть вот ставить спектакль про хороших людей очень сложно. Обычно бывает какой-то конфликт, всегда возникает плохого с хорошим. Здесь нет этого конфликта, здесь конфликт, скорее всего, вот это человеческое одиночество. Это самый главный отрицательный персонаж этого спектакля. И все же одиночество – это не очевидно. Герои веселы и молоды душой. Супруги любят друг друга так нежно, что понимаешь, они не одиноки. Ведь они есть друг у друга. И никакие сложности их не пугают. Уже не в первый раз в постановках театра на сцене используется живая музыка. Вообще, как бы сейчас тенденция в театральном мире идет именно к внешней простоте, но при этом насыщенной внутренней какой-то энергичной жизнью. То есть и это проявляется во всем, либо это через звук. Понимаете, одно дело включить кнопку и запустить какое-то звучание. И другое дело, когда эту кнопку не надо включать, ее надо нажать, и она на баяне передаст всю тоску, которую можно сейчас, именно для создания атмосферы в данном спектакле. Декорации художника-постановщика спектакля Натальи Пачковой напоминают старые фотографии, воспоминания о том, как мы жили раньше. Ты иногда себе придумаешь, и макет сделаешь, и эскизы, а самое главное, чтобы в конце получилось лучше, чем ты задумал. — 20 октября «Золотая осень» вновь на сцене театра драмы и комедии имени Карима Тинчурина. А 16 октября на экспериментальной сцене театра «Гамлет. Сцены». Поскольку материал очень нетрадиционный для национального театра, поэтому мы все это вводим дозированно. Я думаю, что со временем... Ну, сейчас очень много запросов, поэтому я так понимаю, что удачно очень все это пошло, и пошел ажиотаж определенный по поводу этого спектакля. Меня это радует.